И так мы заждались этих результатов, поэтому мне ничего не остается, как назвать красивые имена красивых победительниц. Что ж, принято начинать с последнего из 3 мест, да? Давайте так, в разгон, как это принято на кинофестивале. Итак, 3 место в нашем конкурсе заняла Якаско Яндо. Наши общие поздравления, думаю, аплодисменты звучат по всему мосту евразийскому, арктическому, от Санкт-Петербурга, или от Финляндии до Чукотки, вот так, шире. 2 место Надежда Варламова. Это очень высокое место. И, наконец, победительницей конкурса жюри определила Констанцию Петрову. У меня, пользуясь случаем, в кустах рояль, вот рядом со мной мой друг и заместитель по науке Владимир Додовынов. Мы от Кунсткамеры, мы, знаете, традиционные во всех отношениях, и в этническом, и в гендерном, и в подарочном. Вот, в основном дарят сертификаты, а мы натуралы. Мы принесли подарки буквально, вот те, которые можно потрогать руками. И дарим нашим участницам из Санкт-Петербурга календари Петровского года. Пожалуйста, вам, милые девочки. Почему девушкам удобно будет с календарями Петра? Петр очень маскулинный персонаж. Отец Отечества, отец нации, конечно. Вот в таком союзе дамам комфортно. И у нас есть еще один подарок особого свойства. Этот подарок адресуется Александре Матвеевой, поскольку она лидер так называемого народного голосования. Не жюри, а такое общее голосование. У нас есть магический дар. Это зонт и платок, на которых изображены вращающийся магический круг оленей. Я сейчас, держите, Ольга, микрофон, потому что кроме голоса у меня есть еще образ. Так, внимание, вращение. Кто? Это вы. Я вас узнал. Вы теперь будете вот с таким же зонтом, смотрите. Я думаю, что когда вы приедете в Петербург, он вам особенно понадобится, но и в Якутии иногда льют дожди. Наши поздравления. Спасибо большое. Я еще хочу сказать, что наши музеи также приготовили подарки всем нашим конкурсанткам, по крайней мере, питерские. Дальше мы отдадим наш микрофон Якутии, и этнографический музей, и Кунсткамера ждут наших конкурсанток себе в гости. Есть особый сертификат. А я еще хочу сейчас передать партнеру Аграфинину Артемию. Это наш Ленфильм, который очень нас поддержал в нашей теме и дальше будет поддерживать, когда мы будем снимать кино. Я очень надеялся, что я просто тихонечко отсижусь и буду радоваться за участников и победителей конкурса. Естественно, киностудия «Ленфильм» поддерживала женский голос Арктики с самого начала, и всех победительниц и финалисток мы будем ждать у себя на экскурсии. Ну и также хочется сказать, что желаем всем победы
Желаем всем помнить, что главное все-таки это участие. И большое спасибо организацию такого замечательного от киностудии «Ленфильм», говорим, оргкомитета. Спасибо огромное. Готовы их сейчас поставить? Мы вас не слышим, Мила. Ну, пока настраиваются наши партнеры, я хочу сказать немножко про будущее нашего проекта. Определены наши победительницы. Безусловно, мы хотим продолжать и дальше наш проект. Сейчас не все с ними. Но я думаю, что проект может продолжиться в этом году, в следующем. Все зависит будет от нас, от наших героинь. Но сейчас я бы хотела еще познакомить со съемочной группой и представить мою съемочную группу, которая сейчас находится в Якутске. Но сейчас я вижу, что у нас на связи Янау, который хочет поздравить свою победительницу. Давайте его послушаем. Очень приятно, знаете, сейчас опять окунуться в ту историю, которая прошла недавно тут на Арктическом форуме, да, конечно, небольшой осадок остался, то, что на площадке женщина не было совсем не сказано о наших именно северных женщинах. Это вот чисто для меня больно, и потому единственное, наверное, Мила, ваше выступление украсило и сказала, что все-таки в Арктике живут коренные малочисленные народы севера. А от Ямала, от нашей организации я хотел бы поздравить всех конкурсантов, которые даже не прошли. Вы поймите, что вы этим просто сделали шаг для того, чтобы сказать, что мы есть. Мы, как мужчины, преклоняемся перед вами, женщинами, и в свою очередь очень хотели бы, мы рады, очень рады, что у нас Яска попала в тройку и заняла хоть и 3-е место, но она молодец, и этим она показала, что на Ямале есть наши неночки, и не только ненки, ханты, селькупки и так далее, что у нас есть женщины, которые чтят традиции, которые готовы всегда пойти и сказать свое слово в защиту наших женщин. Яско, я хотел бы передать сейчас большой привет от нашего президента Ямгада Эдуарда Хабычевича. В феврале жди в Тазовске, он приедет к тебе с небольшим сувениром. Я сейчас не буду говорить, что это, чтобы, там, может быть, не обидеть тех, которые путевки приложили или еще что-то. Вот. Потому что Ямал всегда впереди планеты всей. Так уж, Яско, большое спасибо, а вам, организаторам, участникам, членам жюри, председателю жюри, большое спасибо вот именно за голос. Потому что этот голос должен звучать, и я бы очень хотел, чтобы этот проект не ушел куда-то. В свою очередь, как первый вице-президент, посовещавшись с правлением, мы готовы тоже включиться, чем можем. Потому это наша земля, это наша Арктика, это наши люди. И дай Бог нам тепла, хоть и живем мы на севере. Спасибо большое. Аско, молодец! Извиняюсь, что так эмоционально. Сергей, спасибо большое. И последний микрофон хочу передать неожиданным нашим гостям, которые скромно сидели в зрительном зале, но на самом деле именно они очень мощно поддержали народное голосование. А это был морской колледж. Уважаемые друзья, я обратил внимание, что многие конкурсантки признали, что узнали о конкурсе случайно. Но, наверное, случайность все-таки самая неслучайная вещь на свете. Морской технический колледж имени адмирала Синявина активно развивает арктические компетенции. И во время участия в недавно состоявшемся арктическом форуме мы обрели новых друзей, узнали об этом замечательном конкурсе, замечательном медиапроекте. И, конечно, курсанты-синявинцы
не могли не подключиться к голосованию, не могли не проявить самый искренний интерес к конкурсу. Хотела поприветствовать мою съемочную группу, а я знаю, что в зале была и героиня моих фильмов Елена Васильева, и Ева Кузьменко, которая стала хореографом нашего нового проекта, и, конечно, Валентину Романову, которая будет исполнять саундтрек для нашего фильма. Спасибо, мы передаем микрофон Якуте. Предоставляю слово участникам будущего проекта, ну, уже фильма, Валентине Романовой Ческырой, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Приз «Лучшая женская роль» за фильм «Пугало» на фестивале «Кинотавр» 2020 года. Приз «Лучшая главная женская роль» за фильм «Пугало» Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» по итогам 2020 года. Пожалуйста. Здравствуйте, всех поздравляю. Я очень благодарна, что пригласили сегодня. Вот. Я посмотрела участниц, какие работы огромные делали. Я чисто случайно попала. Я с Милой познакомилась в городе Псков на фестивале Потапов Фест. И она подошла, и я даже засмущалась, потому что из нее выходила такой сильная энергетика. И действительно подумала, что проект будет отличный. И вот именно культуру будет просвещать. Я очень благодарна, что этот проект родился. Я поздравляю участниц, поздравляю победительниц, и мы будем колдовать саундтрек. Спасибо. Сейчас слово предоставляется будущему хореографу нашего проекта Еве Кузьменко, отличнику культуры Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Сказать большую благодарность, то, что взяли меня в этот проект, доверились мне, и я очень надеюсь, что наша работа будет плодотворной, будем стараться. Вот. И, конечно, от своего театра я хочу всем финалисткам конкурса «Женский голос Арктики» вручить сертификат на посещение нашего театра. Да. Приходите к нам в театр, мы будем очень рады видеть вас всех. Спасибо. Итак, подводим итоги. Пора оглашать уже призы, которые предоставили наши спонсоры. Итак, из Якутска в Санкт-Петербург в 6-дневный тур едет Петрова Констанция. Ура! По слухам, тур на 200 тысяч. Сертификат бренда «Хотой» Ольге Неустроевой вручается Варламовой Надежде. И от меня, от Фонда культуры, приз «Колье в якутском национальном стиле» от ювелирной фирмы «Харасхал» полетит в Ямало-Ненецкий округ. Янда Яско. Кстати, я на днях завтра улетаю в Москву и там, потом далее в Санкт-Петербург. И, возможно, с собой увезу приз и как-то там ближе, возможно, будет отдать. Вручается победительница межрегионального мини-конкурса «Женский голос Арктики». Диплом 3-й степени вручается победительнице межрегионального медиаконкурса «Женский голос Арктики» Янто Яско Амчувие. И сертификат
Сертификат об участии выдается Ренанте Нарыяне, участнице межрегионального медиаконкурса «Женский голос Арктики». Сертификат выдается Жирковой Туяре Анатольевне. Такой же сертификат выдается Неустроевой Ольге, участнице межрегионального медиаконкурса «Женский голос Арктики». И далее нашему партнеру проекта. Всех участников медиамоста приглашаем на общее фотографирование.